Исәнмесез, кадерле дусларыбыз. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, артисты балета, театра танца Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Чулпан Басырова и Рудамир Басыров представим сегодня вам основы татарского народно-сценического танца, а помогать нам в музыкальном оформлении будет наш концертмейстер Ильнар Заманов. Татарский танец, как и танец любой другой народности, очень многогранен. Он богат также лексически, своим музыкальным материалом, своими костюмами, своими областными особенностями. В нашем коллективе татарский танец представлен в 3 хореографических постановках. Это «Шумабас», «Молодость яшлик» и «Копма Парша». Ну а сейчас мы с вами начнем изучение основ татарского народного танца. Начнем с основных положений рук, ног, головы и корпуса. Значит, основные положения ног. Первое положение – это 6-я позиция. Второе – 3-я позиция ног. И 5-я позиция ног. Основные позиции рук также созвучны с позициями рук в классическом танце. Значит, подготовительная позиция у девушек. Руки перед собой, смягчены в локтях, немножко вытянуты, корпус подаем немножечко вперед. Пальчики красиво сгруппированы и держим незаметно юбочку. У ребят подготовительная позиция. Руки на кушаке, либо за спиной, ладошки расправлены. Замечательно. Значит, дальше мы идем по первой позиции. Первой позиции рук у девушек. Руки перед собой, а-лянже. Также пальчики кисти вытянуты, локти чуть-чуть смягчить. У ребят первая позиция. Локти округленные, кисти сокращенные. Также по ходу движения могут меняться руки по первой позиции и открываться вторую позицию. И, конечно же, плавно мы перетекаем во вторую позицию рук. У девушек также руки по сторонам, пальчики вытянуты. Позиция а-лянже. Или же мы берем юбочку, также в зависимости от движения. У ребят вторая позиция. Ровно вытянутые руки по сторонам, ладошки сокращенные и смотрят также по сторонам. Третья позиция. У девушек мы берем платочек либо одной рукой, другая рука остается на юбочке, либо есть такой вариант еще, что мы берем 2 руками платочек. Это третья позиция рук в женском танце. Третья позиция рук в мужском танце. Мы придерживаем тюбетейку либо ладошками вниз, либо наверх. 2 варианта. Самое первое движение, которое мы с вами изучим, называется эпипе. Да-да, вы не ослышались. Такое движение созвучно с названием танца, очень известным татарским народным танцем. Делается он очень просто. Начинаем мы с низких полупальцев. Идет движение, продвижение из стороны в сторону. Сейчас мы начнем направо. Ставим на маленькие полупальцы, вместе пяточки подворачиваем вправо. И через пяточки перекатываем носочек туда же, вправо. И 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. И это же движение мы делаем влево. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Каждое движение в татарском танце заканчивается характерным тройным притопом. Поэтому мы будем заканчивать тройным притопом. 1, 2, 3. С правой ноги или же с левой. 1, 2, 3. Замечательно. Но перед движением эпипе мы вам покажем еще движение, которое называется штопор. они очень похожи, но они отличаются тем, что штопор исполняется на месте, а эпипе в продвижении. Движение штопор мы сегодня исполним в 2 вариантах. Делается просто на чуть присогнутых ногах, да? 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4. Теперь мы это же движение немножко усложним, добавим деми-плие, маленькое приседание. 1, и
2 и 3 и 4. И в другую сторону 5 и 6, 7 и 8. В мужском же характере штопор может исполняться как и в женском варианте, так и немножко в другом варианте, через пяточку. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Самым главным условием в этом движении является то, что стопы наши, пятки, да, не разрывны, и носочки также вместе двигаются параллельно. Соединим движение штопор и движение эпипе. Препарасьон у нас будет следующий. Руки идут через первый подготовитель в первую. 1, 2, 3, 4. Девушки берут за юбку. 5, 6, 7, 8. Ребята закрыли руки на кушак. Значит, двигаемся вправо. Нет. Делаем штопор на месте. Можно и 1, и 2, 3, 4, 5, 6, 7. С приседанием. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше у нас идет движение эпипе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И при в повороте штопор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас мы соединим эти два движения друг за другом. И в конце каждого движения мы добавим характерный татарский тройной притоп. Готовы? Можно. Второе движение, которое мы с вами изучим, называется гармошка. Исходное положение ног, 6-я позиция. Руки также в подготовительном положении. Мы сейчас будем делать продвижение, гармошку в продвижении направо. Для этого мы правую ногу через носок открываем, ставим пяточку по направлению движения. А левая нога у нас через пятку заворачивает носок правой ноги. Дальше мы меняем. Правую ногу разворачиваем через пятку, а левую через носок. Это нужно сделать одновременно. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Аналогично мы сейчас делаем продвижение налево. Все сделаем с левой ноги. И 1, 2, 3, 4, 5, и 6, и 7, и 8. Также гармошку мы можем исполнить в повороте. В зависимости, если мы начинаем поворот направо, начинает правая нога. Значит, делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у нас голова остается на 4 счета на зрителя. До той точки, когда мы доходим спиной, голова переводится. Также к зрителю мы сопровождаем взгляд. Попробуем соединить все эти движения.
Также движение гармошка можно сделать таким образом. Мы двигаемся направо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь закончить кудепье. Левую ножку убираем назад. 8. И налево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Также сделаем кудепье на правую ногу. Второй вариант мы сделаем с притопом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3. Следующее движение нашего татарского танца называется укшабаш. Это движение также исполняется в продвижении вправо или влево, и также оно исполняется в развороте. Мы сейчас покажем вам несколько вариантов исполнения этого движения. Можно. Движение укшабаш исполняется следующим образом. Руки также могут располагаться на юбочке, или же мы возьмем платочек. Начинаем движение направо. Значит, рабочая у нас правая нога. Сначала выводится на пятку перед собой вперед. 1. Дальше мы делаем переступание левой ногой. 2. Дальше правую ногу мы убираем на носочек назад. 3. И также левой ногой делаем переступание. 4. 1 и 2 и 3 и 4 и 1 и 2 и 3 и 4. То же самое сделаем на левую ногу. И 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и. У юношей на этом движении руки также могут располагаться в подготовительной позиции, или же на кушаке, или придержим тюбетейку. Вот этот вариант, мне кажется, наиболее интересный. Исполняем. И 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и налево 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Это движение также можно исполнить с подскоками. То есть, если мы двигаемся направо, мы делаем подскоки на левой ноге. 1, и 2, и. Подскок, пятка, подскок, носок, подскок, пятка, подскок, носок. 1, 2, 3, 4. И аналогично на левую сторону. 1, 2. Подскок на правый, носок левый. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Приступим к изучению следующего движения, и оно называется шалыштыру, или же на русском языке моталочка. Значит, сделаем одинарное шалыштыру. Руки в подготовительной позиции. Шалыштыру с правой ноги, одинарная. Делается на подскоке. 1, правую ногу согнули, и через подскок 2 ее вытянули вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, слева. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Двойной шалштуру или же моталочка делается с обеих ног. Начинаем с правой ноги. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С левой 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но это движение делается очень легко и просто. А сейчас попробуем сделать его под музыку. Замечательно. Также движение шалштуру можно исполнить в следующем варианте. Это называется вариация с шалштуру, вариация моталочки. Руки у нас в исходном положении, подготовительной позиции. Делаем с правой ноги 1, согнули, 2 через подскок. Дальше захлестнули перед собой 3 и вытянули вперед 4. Дальше мы меняем ногу, также меняем через захлест. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Следующим движением, которое мы приступим к изучению, называется шелбар, цепочка. Исходная позиция в ногах, третья позиция. Руки также мы возьмем на юбочки. Здесь приподнимаемся на низкие полупальцы. Левую ногу рисуя круг через пол, убираем назад. Правая нога, подворачиваем пятку вперед. Также аналогичное движение делаем с правой. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. 1, 2, 3. Это движение исполняется в основном преимущественно в продвижении назад. С другой ноги. 3, 4, и 1, и 2, и 3, и 4, 5, 6. 1. Также может варьироваться ритмическим рисунком, то есть мы можем делать 1, 2, 1, 2, 3 и 1, 2, 1, 2, 3. Попробуем исполнить это движение под музыку. Следующее движение называется позапкаву, или в переводе на русский забивание гвоздя. Сейчас мы изучим одинарную позапкаву. То есть у нас рабочая нога, либо только правая, либо только левая. Просмотрим это движение с правой ноги. Это движение делается через подскок. 1, подскочили на левой ноге. Дальше опустили правую ногу на носок, к пятке левой. 2, забили гвоздь и оторвали ногу. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. И с левой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Двойное позапкаву. Созвучно с русским движением молоточек. Здесь руки могут двигаться свободно. У юношей со стороны в сторону, у девушек волнообразно. Начинаем с правой ноги. Подскок на левой. 1, и 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги меняются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И исполним эти движения музыкально. Можно?
позиция, шестая позиция ног, это первый вариант. Или же мы делаем с выворотной третьей позиции ног. Рассмотрим шестой позиции ног. Здесь вы можете вспомнить, как будто у вас со стопой, допустим, правой ноги что-то случилось, и вы не можете на нее наступать. Прихрамываем на правую ногу. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Аналогично с левой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выворотно. С третьей позиции движение при подании исполняется следующим образом. В правую сторону выводим правую ногу вперед. Раз. Через полупальцы на нее упали и прижали левую ногу к удобье. Дальше скачали на левую ногу, правую ногу выбрасываем маленький бросок. И два, и три, и четыре. И поменяли на левую ногу. И раз, и два, и три, и четыре. Во время исполнения движения припадания руки у девушек двигаются свободно. Раз, два, три, четыре. Поднимаются тыльной стороной и опускаются ладошками вниз. У юноши также вариацию мы сделаем. Вторая позиция и третья позиция, придерживаем тюбетейку. Ну, попробуем исполнить музыкально. Следующее движение татарского нашего танца называется бурма. Начнем его изучение с нашего тройного характерного татарского притопа. С правой ноги. Раз, два, три. Раз с левой. Раз, два, три. Раз, два, три. Это мы делаем для того, чтобы был понятен принцип этого движения. Дальше мы делаем следующим образом. Делаем притоп с правой ноги. Раз, левую ногу вводим на пяточку, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Движение бурма исполняется в подскоке. Подскочить. Ножки нужно поднять высоко. Раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Важно в этом движении сохранять также параллельно стоп. Два. И три. И четыре. И. То есть движение исполняется по шестой позиции. Положение рук в движении бурма у нас могут быть такие. У девушек первая позиция, а-ля-нже, и они двигаются свободно, волнообразно. Делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, когда мы начинаем движение с правой ноги, у нас также начинает движение правая рука. Раз, два, три, четыре. Аналогично с левой ноги. У ребят движение бурма положение рук может быть следующим. Через первую позицию открываем кулачки. Два, три, четыре. Если движение начинается вправо, сгибается правая рука. Дальше движение с левой ноги, сгибается левая рука. Руки проходят через первую позицию, можно сказать, к плечу. Здесь варианты могут быть разные. Кулачки могут быть с оттопыренным пальцем, или же мы их прячем. Вторая разновидность бурма называется боковая бурма. Здесь я стану боком, чтобы объяснить принцип. Руки также двигаются у нас свободно, из стороны в сторону у девушек. Дальше мы сгибаем правую ногу и через кружочек
ставим ее на пятку. Также это делается одновременно с подскоками. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И аналогично с левой ноги. И раз, два, три, четыре, и. Очень важно соблюдать это условие. Нога согнулась, через демиронт выводится носком в сторону. Сильно сократить стопу. Ну а сейчас делаем эти два движения музыкально. Можно? Следующее движение относится к основному ходу татарского народного танца переменный шаг или же переменный бег. Он основывается также на 3 шагах. Значит, первое, если мы начинаем с правой ноги, правая нога вытягивается вперед, дальше мы на нее переводим вес раз, и дальше делаем 2 шага, левая, правая. Дальше мы делаем с левой, раз, два, три, и раз, два, три. И раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два, три, 4, 5, 6 и 3. Как вы уже заметили, это движение исполняется на мягких коленях для того, чтобы мы не прыгали, да? То есть недопустимо делать прыжки, а нужно все это делать приземленно, но очень стремительно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. У юноши мы сейчас предложим такой некий силовой элемент, называется присядка. Давайте я объясню сам, наверное, скорее всего. Наша присядка делается в 6 позиции. Есть и в открытой позиции, но сейчас пока рассмотрим по 6 позиции. Парень садится на полное плие, гранд-плие, руки убираются, как бурма. Раз, через первую позицию, сгибается в локтях поочередно и делаем в это время подскоки. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. При этом мы разворачиваемся по диагонали, чтобы было больше движения. Также возможно сделать этот вид присядки в повороте. То я показываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И усложняем этот вид присядки, подтягиваем оба носка во время отскока. Именно наверх. То есть показываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну а сейчас мы скомбинируем эти два движения, переменный бег и присядку. Под музыку можно. Ну а сейчас мы соединим все изученные нами движения в один маленький музыкальный этюд.
мастер-класс по татарскому народно-сценическому танцу завершен. Но это были только самые основы и самые базовые движения этого танца. Все остальное в ваших руках. Совершенствуйте, работайте вместе с нами. Мастер-класс вели Рудамир Басыров, Чулпан Басырова и наш концертмейстер Ильнар Заманов. До новых встреч, до свидания.